Сэм Байнан Ухудут. Здравствуйте, друзья! Я сейчас живу в Южной Корее, в стране, которая для многих наших земляков стала местом для жизни, заработка, испытаний, самостоятельности. И я думаю, Южная Корея сильно поменяла всех, кто ее посетил. В этом фильме я хочу вам рассказать об одном нашем земляке, который живет в этой замечательной стране. Зовут нашего героя Базыр. Ему 43 года, а вот и он сам. Меня зовут Базар. Я родом из Агинского Бурятского автономного округа. Живу в Корее уже 1,5 года. До этого, до приезда в Корею буквально до 2021 года я служил в полиции России 14 лет. Ушел на пенсию в звании майора, майор в отставке. В Корее мне удалось практически сразу после приезда заключить контракт с компанией. Они приняли меня на работу. Ну и, конечно, как бы не мастером, не каким-то там специалистом, а я устроился простым разнорабочим на пищевой завод. Мы выпускаем, наша компания выпускает различные смеси для приготовления еды, таких как мучные смеси для пирожных, и так далее, вот такие вот готовые смеси. И заключил контракт, взяли меня на работу, и сейчас работаю, плачу налоги, официально нахожусь в Корее. Ты принял участие в съемках довольно известного ролика. Можешь рассказать, как это было? Батыр. Батыр. Тургын. Тургын. Айтигыл. Итагай. В общем, в 2021 году я познакомился с Саха. Его зовут Аман Надун. Скорее всего, многие его знают по его проекту «Тропа Тенгри». И я познакомился с Аманом, и мы как-то между слов договорились как-нибудь в будущем проехать по Монголии. На пути к монгольской границе ко мне присоединился Аман, и мы вместе продолжили путь. И где-то, находясь в Западной Монголии, я уже как не помню, какой аймак это был, Ховд, по-моему, или перед Ховдом, у нас возникла идея снять ролик, Reels, и выставить его в Instagram, где мы говорим слова, каждый на своем языке, и эти слова, они созвучны, имеют одно значение, звучат практически одинаково. И первые буквально 7-8 слов, которые пришли нам в голову, мы не готовились, мы просто начали, былык, ылбык, батыр, вот такие вот слова простые взяли и сняли с первого дубля, наверное. И символично еще на заднем фоне караван из верблюдов идет. Получилось классно, выложили его в Instagram, набрал хорошие просмотры, и отзывы тоже хорошие были. Велоспорт вообще изначально в 2014 году я
на ютубе мне попался ролик, где двое профессиональных спортсменов, один из Германии и один российский велогонщик, они пересекали Россию с Москвы до Владивостока. Транссибириан Экстрим, по-моему, называется гонка. И я так сильно воодушевился этим. И после этого я купил свой там первый китайский велосипед, на нем там пытался кататься. Ну а потом, да, перешел к более хорошему велосипеду, там, ну и так далее. И вот с того момента именно у меня появилось это увлечение, именно, можно сказать, велотуризмом, наверное. После этого я уже проехал два путешествия было, одно с Читы до Байкала и второе вот через Новосибирск. С Новосибирска по Чуйскому тракту через всю Западную Монголию до Улан-Батора. С Улан-Батора обратно я заехал на территорию Российской Федерации и до родного села уехал. Вот так, где-то 4000 километров. В планах, конечно, есть как бы проехать вот этот маршрут знаменитый, 5 озер, по-моему, называется. Это с Сеула, из столицы, до города Пусан. Сейчас мы находимся в районе Шила. Здесь расположен городской стадион. И возле этого стадиона расположен наш контейнер. Контейнер бегового клуба Сихынь Маратон Клуб. Сейчас мы зайдем, попьем кофе. Так, прошу. Здесь наша команда марафонцев, ну, бегунов, получается, любителей. Мы собираемся каждое воскресенье, бегаем длительный бег. Ну и контейнер служит у нас как базой. Здесь у нас вся необходимая техника, посуда для выездных мероприятий. Сейчас разминочный бег. Буду бегать в этих асиксах. Они уже не ушатанные сильно. 1500 километров в них пробежал. Ну а после разминки переодену вот в эти гоночные кроссовки Asics с карбоном для темповой работы. Для каждого вида бега прямо свои кроссовки, да? Да, желательно, если ты уже занимаешься не просто для здорового образа жизни, например, ну уже там участвуешь в каких-то забегах, какие-то цели ставишь, надо уже, конечно же, посерьезнее к этому относиться и подбирать обувь специально для каждого вида бега. Для длительных, для коротких, для темповой работы, для трейлов, там все отдельная обувь нужна.
Мой бег вообще как бы начался с велосипеда. В 2020 году я запланировал небольшой велопробег с города Читы до озера Байкал. И мне необходимо было как-то подготовиться к этому путешествию. Предстояло проехать на велосипеде с прицепом где-то более 700, около 800 километров, сейчас не помню. И мне надо было как-то подготовиться физически, там, морально к этому испытанию. И я начал потихонечку бегать сначала по 2, по 3 километра вокруг дворов, где я жил там. И постепенно увеличивал расстояние. Ну, потом вот уже осознанно, как бы конкретно уже бегом ради бега я уже занимаюсь, наверное, последние 2 года, наверное, активно бегаю. Ну, как бы хотелось бы, чтобы больше времени уделять этому. Но работа, семья и так далее, все это совмещаю, короче, проще так сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы бега было больше в моей жизни. Вот такую вот статуэтку мне подарили в честь преодоления марафонской дистанции у нас в клубе, в беговом клубе. Ну и здесь вот написано то, что вот я в беговом клубе Сихым маратон преодолел, первый раз в жизни преодолел вот эту дистанцию, марафон. 42 километра, 195 метров. Вот здесь у меня медальки, тоже такие вот они, это из России медальки. Трейловый шаман, полумарафон Раевича. Вот это вот очень хорошая медалька в Чите проводится. Это Забайкальский снежный трейл самопревосхождение. Ну и вот уже в Корее вот столько забегов. Это марафон в Чунчоне. Это тоже не помню, что это 10-ка, по-моему. А вот 10-ка. Это тоже марафон. Вот это вот, по-моему, второй марафон за 4:29, где я поймал солнечный удар еще. Вот такие вот медальки уже здесь. В Корее очень много мест для отдыха. Прям вот парки буквально в каждом квартале. Вот такие вот каналы. Это вот самый, наверное, маленький канал. Есть побольше каналов, где по обе стороны есть и велодорожка, и пешеходная дорожка. И вот они буквально иногда тянутся километрами 5, 10, 15 километров. Все благоустроено? Все благоустроено, да, чтобы люди могли ходить, заниматься спортом, отдыхать, с детьми гулять. Очень развито это. В этом плане, да, по благоустройству, наверное, я бы дал, наверное, все 10 из 10. Да, вот моя история жизни в Корее началась именно с этого места.
Монгол Таун это называется, также на станции Дандамун History Park. Это, можно сказать, район, где место притяжения всех выходцев из Монголии, из стран СНГ. Здесь есть рестораны, кафе монгольские. Монгольскую еду можно здесь отведать. Ну и вот такая вот шикарная улица здесь есть. Мы приехали на станцию Дандамун History Park, 7-й выход. Здесь находится кафе бурятской кухни, кафе Байкал. Наверное, единственное место в Корее, где можно съесть бузы. О, так, рассольник, 3 бузы и чай с молоком. Я мультфильм снимаю. Драму, наверное. Не драма, художественный фильм. Мы сами, нас пригласили, мы ходили туда. И, «Любовь археолога». Корейский фильм. Корейский фильм, но на бурятском это, на русском «Любовь археолога». И мы там, мистер Ким там бурятскую песню спел, кстати. И еще 2 или 3 раза в программе снимались. Он там, мы в национальных одеждах снимались, и мистер Ким бузы лепил. И когда бузы лепил, он же не может лепить. Я ему слеплю и в руки ему ложу, и как-то он снимался. Как там, будто вы лепите. Как будто он начинает лепить, потом я ему слеплю, и в руки ему ложила, и так интересно было, и как будто он слепил так красиво. Вот так вот. И ну там дипломные работы писали корейские студенты про наше кафе. Снимали тоже. В основном про культуру, наверное, снимают. Ну да, это кухня там, и мистер Ким много рассказывал про наше это бурятское. Бурят дыгыл ихонтный ховайныз. Ну да, дыгыл байрапта, дыгыл нут байны бурят, хамгым бурят мужское где-то. И малга юкым дыдык, кстати. Ну как, он-то им байшим угуйгеш там бурятский центр гэх. Ну, тима. Ну, тигидла, еще их соло захер шахи яхи им ботен соло. В общем, атмосфера вообще в этом кафе располагает к тому, что, ну, как будто ты посещаешь родные края. Так, мы сегодня находимся в парке в Ансане.
Сегодня будет забег, Ансанский марафон. Дистанции 5, 10 и 21. Ну, я пробегу половинку, 21 километр. Я еще не знаю даже маршрут, как, куда и в какую сторону бежать. Сейчас, наверное, все узнаем. А вообще, как бы, в планах не было сегодня бежать. Но с утра написал мне тренер и сказал, чтобы я приехал, пробежал. Да, здесь, оказывается, народу очень много. Ты не ожидал, да? Я не ожидал, я думал, что это маленький забег будет. Сейчас какая процедура? Разогреваться? Да, надо перед стартом немного пробежаться, разогреться немного. И все, и готов, ну. Получили номер, короче. На месте сразу оплатили 30 тысяч вон. 네, 안내드립니다. 곧 개식을 시작하겠습니다. 자, 우리 참가하신 달림이 여러분들 반갑습니다. 자, 손 한번 흔들어 주세요. 달림을 빛내기 위해서 참석해주신 내빈 여러분들 아침적 단상으로 Да, готов. 단상으로 이동해 주시면 Всё, побежали. 고맙겠습니다. 자, 오늘 Сейчас 이 대회를 надо 위해서 будет немного разогреться. 참석해주신 우리 내빈 여러분들 아침적 단상으로 오케이. 이동해 주시면 Вон там наша 고맙겠습니다. команда сейчас собирается. 네, 바로 개식 진행될 예정입니다. 자, 안내드립니다. 오늘 많은 분들이 참가를 하셨기 때문에 10km, 5km는 베이스 즉 기록을 내가 기록을 내겠다 하시는 분들은 좀 앞쪽에서 또 이동해 주시고 띄워 주시고요. 나는 오늘 즐기고 연인 가족끼리 완주하겠다는 목표로 이렇게 오신 분들은 천천히 자 개식 곧 시작하겠습니다. 저희가 벌써 선이 있는 것 같아서 조금 더 앞으로 더 이동해 주시면 고맙겠습니다. 네, 감사합니다. Это датчик. 자, 여러분 안녕하십니까? 벌써 9번째 저를 Датчик давления 뵙게 шин. 됐습니다. 제 1회부터 9회까지 한 번도 빠지지 않고 여러분의 열정과 사랑으로 Сейчас 인해서 будет разминка 제가 для всех. 9번째 사회를 이렇게 보게 됐습니다. 여러분들 반갑습니다. 환영합니다. 다시 5 다시 자 5, 4, 3 이거는 좀 유치하잖아요. 다시 5 4 3 2 1 출발.
Ну, в принципе, нормально пробежал 21 километр. Первые 10, конечно, там зарубился с одним молодым корейцем. Бежали. Он никак не мог меня нагнать. И после десятки я уже понял, что слишком много энергии я на него потратил. И потом уже не смог его обогнать. Ну а так, в принципе, нормальный бег. Половинка. В принципе, я пробежал по своему личнику. Час 29, час 30 где-то. Единственный минус — это жара. Немного уже жарковато, уже по времени. Ближе к полудню уже жарко бегать. Ну а так, в принципе, да, нормальное удовольствие получил вообще. Всем 여러분 안녕하세요. Вот такой вот напорчик дают. 해상대 마라톤 대회에서 부산 같은 성적으로 평창과 부상을 기합니다. 2024년 4월 14일 안산시 일상연맹 회장 정국표 대신해서 실업연맹 회장님이 전달하겠습니다. 자, 부상으로 싹 10kg. 네, 좋습니다. 계속해서 4위 진행하겠습니다. 야, 우리 텐트 옆에 앉아 있잖아. 자, 살짝 10kg 여자분 4위 기록 43분 06초 성명 송유경 이하 내용 같습니다. 저 하프 10kg 앞에서 메달 받아가세요. 전달되겠습니다. Вот, видимо, медальки нам. 계속해서 3위에 대한 수상을 하겠습니다. 살짝 10kg 여자분 3위 기록 42분 50초 성명 조은희 Подарили медальку 자, и носки 3위 New Balance. Почему не Asics? Не знаю. 네, 전달해 드리겠습니다. Ну, бег прежде всего, конечно, это образ жизни, такой вот образ жизни бегуна, который, несмотря на какие-то жизненные трудности, продолжает бежать, достигать каких-то целей, исполнять свои какие-то мечты, несмотря на какие-то там жизненные трудности. И бег очень много дает в плане саморазвития. Когда ты бежишь длительные пробежки, там по 2, по 3, по 4 часа, ты очень, ну, как бы остаешься сам с собой наедине. И вот это вот время ты не просто вот бежишь, а ты все время о чем-то думаешь, какие-то моменты прокручиваешь в голове, какие-то включается какое-то критическое мышление, вот эти вот процессы в жизни, которые происходят, все это неоднократно в голове прокручиваешь вновь и вновь, и в итоге ты находишь тот единственный настоящий ответ и направление, куда тебе вот необходимо двигаться. Преодолевая, например, допустим, ты ставишь цель 10 километров пробежать, ты пробегаешь каждый раз вот эту дистанцию, и в жизни тебе легче с какими-то моментами, с трудностями справляться. Потому что ты понимаешь, что жизненные проблемы как-то они схожи с теми процессами, которые происходят при беге. Например, ты бежишь, тебе трудно, температура, солнце, там жарко тебе. И в жизни тоже бывают какие-то некомфортные, нехорошие ситуации, с которыми ты не можешь справиться. Если ты в беге ты справляешься с этим совсем, то в жизни, мне кажется, немного будет легче преодолевать эти трудности.